Тревожные новости из Северной Осетии. Там выявлены сразу 2 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Битаров. По его словам, больные и все, кто с ними контактировал, изолированы и находятся под постоянным присмотром квалифицированных врачей. Заразившиеся являются жителями республики. Больные изолированы в соответствии со всеми инструкциями и находятся под постоянным присмотром квалифицированных врачей. На сегодняшний день их состояние оценивается как удовлетворительное. В своем обращении глава Северной Осетии призвал граждан строго соблюдать все правила и предписания, чтобы не допустить массового распространения коронавируса на территории Северной Осетии. На территории республики введены дополнительные ограничительные меры, в том числе режим обязательной самоизоляции для всех жителей. Это означает, что никто не должен покидать свои дома без веского основания. Соответствующий указ мной подписан. Нам удалось связаться с соотечественниками в Москве и эпицентрах распространения вируса Китая и США. Они своими глазами видели последствия вируса, и каждый из них рассказал свою историю. Известная оперная певица, народная артистка Южной Осетии Амага Готти рассказала, как борются с вирусом в российской столице и какие меры предпринимает московская осетинская община для помощи соотечественникам. Уже 5-й день я на самоизоляции, 5-й день я не выхожу на улицу вообще. Единственное, вчера вечером вышла за продуктами в магазин, и для меня очень непривычная картина, вся Москва стоит. Уж страшно, как будто ты на каком-то необитаемом острове. Но, наверное, так и надо. Благодаря самоизоляции мы можем этот вирус победить. Очень я вас прошу, мои дорогие земляки, не относитесь к этой проблеме очень легко, с юмором, потому что я получаю много звонков, общаюсь с близкими, родственниками, друзьями. Они мне рассказывают, как у нас продолжают друг к другу в гости ходить, там на чай, на кофе. И я знаю, когда сама приезжаю в Осетию, и соблюдайте дистанцию. Я вчера слушала обращение президента Анатолия Ильича Бибилова. Я вас очень умоляю, прислушайтесь, пожалуйста. Мы сильный народ, мы переживали, мы не такое уж пережили, да, 25 лет мы таких все в своей жизни видели, и войну, и голод, и холод, и блокаду, и друг друга берегли. Давайте сейчас тоже побережем друг друга. Очень активно работает волонтеры наши работают, так что, не дай бог, нужна будет моя поддержка в Осетии. Сегодня все в наших руках, мы можем друг друга поберечь. Йосиф Кокоев родом из Цхинвала, но сейчас работает в Китае, стране, откуда вирус распространился по всему миру. По словам Йосифа, именно благодаря четкой дисциплине этой стране удалось побороть пик заболеваемости. Видя последствия вируса своими глазами, он обратился к соотечественникам. В связи с угрозой коронавируса призываю вас сидеть дома. При выходе на улицу соблюдайте элементарные нормы гигиены и правила карантина. Слушайтесь маму, кушайте по-осетински, и все будет хорошо. Нан изменут, ират тарозма. К чему приводит несоблюдение карантинного режима и элементарных мер предосторожности, нам рассказал наш соотечественник. Он уже несколько лет живет в США, там сейчас самая тяжелая ситуация. Несмотря на все предупреждения медиков и властей, многие граждане там не соблюдают карантинный режим. И, как итог, несколько сотен тысяч заболевших. И в США вирус унес несколько тысяч жизней. Пока вот уже 3-ю неделю я сижу дома, потому что вирус подкрался незаметно, не ударил, очень даже неплохо по Соединенным Штатам Америки. На данный момент уже около 143 тысяч заболевших в Соединенных Штатах. Ежедневно умирает по 200, 150, 300 человек. И давайте, ребята, постараемся друг друга поберечь друг друга. Мы сами здоровые, крепкие ребята, как бы то же самое я думал, что я молодой, меня это не возьмет, и дай бог, что не возьмет. Знаете, есть буквально знакомые, которые здоровее и сильнее, и так сказать. Но лежат с вентиляцией легких уже около нескольких 4 дней в реанимации, с вентиляцией легких с коронавирусом.
И буквально сейчас мы получили кадры из Франции. Там, в Ницце, живет наша соотечественница Елена Гасиева. Юго-осетинскому зрителю она знакома по концертам, которые давала в Цхинвале. К сожалению, она сама заболела коронавирусом, и вот ее обращение. Осетия, которую я очень-очень сильно люблю. Так сложилось, что я уже больше 20 лет живу во Франции. Я не хочу никого не пугать, не паниковать. Просто, пожалуйста, по возможности оставайтесь дома, чтобы эта дрянь не распространялась. Потому что один человек заражает не одного, а нескольких. Я вам говорю не просто как какой-то очевидец, а как человек, который переболел. Сегодня у меня 13-й день. Мне намного, конечно, лучше, но это был кошмар. Я просто вам передать не могу, что я испытывала на 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й и 11-й день. Это просто ужас. Человек задыхается. Разные страны, разные истории, суть которых одна. Только соблюдая все правила и нормы, соблюдая жизненно важный карантин, нам удастся уберечь себя и наших старших от этого смертоносного вируса. Алан Тибилов, Зарема Арсоева, ГТРК, ИР.